Прорыв линии обороны ВСУ и форсирование Днепра. Польша заявляет о масштабной атаке России, а военная техника блокирует центр столицы. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Переброска войск и наступление. Новое направление для удара. Линия фронта кипит под Донецком. Что задумала армия Путина? Старт масштабных протестов на границе с Украиной. Что происходит и кто организатор? Германия с новым канцлером. Отправит ли Мерц Украине ракеты «Таурус», которые могут поражать бункеры на дальних расстояниях? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россияне готовятся к прорыву линии обороны Украины в Донецкой области. Так считают аналитики Американского института изучения войны. Армия Путина планирует наступление на Донбассе, перебрасывая силы с 3 участков фронта. В частности, командование РФ перебросило части 68-го армейского корпуса и 58-й общевойсковой армии на Торецкое направление из районов Курахова и западной части Запорожской области. Такое движение российских войск в одну точку с 3 других указывает на приоритетность Торецкого направления для Кремля, пишет ИСВ. Российские силы могут пытаться использовать недавние переброски в направлении Торецка и Восточного Покровска как часть взаимодополняющих усилий, направленных на ликвидацию украинского плацдарма юго-западнее Торецка, чтобы облегчить продвижение к Константиновке с юга и окружении Покровска и Мирнограда. Россия попытается захватить правый берег Херсонской области. Такое сообщение массово растиражировали украинские СМИ накануне. Офицер водолазного отряда «Омега» в эфире украинского телевидения заявил, что сейчас существует достаточно признаков того, что Москва готовит десантную операцию в Херсонской области, чтобы взять под свой контроль не только правобережную часть этой области, но и Николаевскую. Речь шла, в частности, о накоплении 300 лодок для переправки через реку Днепр. В ВСУ такое сообщение в итоге опровергли. Говорят, что каждое плавсредство РФ, которое могло бы быть задействовано в такой спецоперации, под увеличительным стеклом украинских военных. Мы не видим признаков подготовки к штурму. Украинская разведка контролирует буквально каждый из плавсредств, которыми пользуются оккупанты на левобережье и островах. Мы знаем место буквально каждой лодки. Их общее количество, если считать не только на островах, а на всей оккупированной части Херсонщины и Николаевщины, включая те, которые перебросили из Крыма, не более 100 единиц. Часть их используется для охраны Кенбургской косы. Третья мировая начнется в ближайшие 5-10 лет. Так считает большинство американцев и западных европейцев. Говорят данные опроса YouGov. Напряженность в отношениях с Россией является главной причиной для разрушительного конфликта, пишет The Guardian. От 68% до 76% ожидают, что в новом конфликте будет использовано ядерное оружие. 57-73% полагают, что Третья мировая война приведет к большим потерям, чем в 1939-1945 годах. Многие, 25-44%, считают, что она уничтожит большую часть населения мира. И если до 82% опрошенных считают, что Россия станет причиной новой войны, то есть и те, кто называют исламский терроризм возможным катализатором мировых боевых столкновений. Напомню, что западная разведка неоднократно заявляла, что у Европейского Союза есть около 5 лет, то есть до конца этого десятилетия, для того, чтобы вооружиться и быть готовым к возможному нападению России. В Москве же, а после и в США, уверяли, что не считают, что РФ собирается на кого-либо нападать. В частности, так говорил Уитков, спецпосланник Трампа, который уже 4 раза побывал с визитом в Москве и проводил длительные переговоры с Путиным. Россия начала вторжение в Польшу. Об интервенции Москвы заявляют в Варшаве. Говорят, страна сталкивается с беспрецедентной попыткой России повлиять на ход президентской гонки. Все происходит, когда предвыборная кампания вышла на финишную прямую. Польша стала главной мишенью для россиян после поддержки Украины. И атаковать РФ собирается эту страну не оружием. Речь о российских диверсиях, кибератаках и дезинформации. Варшава находится в состоянии повышенной готовности, оглядываясь на то, что происходило в Румынии во время первой попытки провести президентские выборы в прошлом году. Во время текущих президентских выборов в Польше мы сталкиваемся с беспрецедентной попыткой вмешательства со стороны России в избирательный процесс. Это делается путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критически важную инфраструктуру Польши, чтобы парализовать нормальное функционирование государства. Сегодня в Польше за каждую минуту моего выступления фиксируется около десятки инцидентов, направленных на критическую инфраструктуру.
Масштабные протесты на границе с Украиной вновь планируют провести поляки. Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши объявил о подготовке новой акции протеста на пункте пропуска Дорогуськ-Ягодин. Свои претензии и заявления организаторы опубликовали в сети. Разочарованные бездействием польского правительства, мы хотим с помощью протеста восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков. Будет ли это короткая или же наоборот бессрочная акция, неясно, равно как и то, когда именно она начнется. Польские медиа уточняют, что основным требованием польских грузоперевозчиков остается восстановление разрешительной системы для украинских коллег. Ровно 2 года назад в это же время поляки уже блокировали границу, выдвигая такие же требования. Каждый раз подобные протесты приводили к большим пробкам на границе. МИД Украины даже направлял ноту Польше в связи с блокировкой пункта пропуска. Его попытка номер 2. Без канцлера Германия была всего несколько часов. После первого провального голосования немецкие депутаты таки выбрали Фридриха Мерца главой немецкого правительства. И если в первом туре голосования, которое прошло накануне утром, Мерц собрал лишь 310 голосов из 316 необходимых, то при повторном голосовании он уже получил 325 заветных «за». Фридрих Мерц набрал необходимое большинство, не менее 316 голосов. И в соответствии со статьей 63 пунктом 2 основного закона он избран федеральным канцлером Германии. Уже вечером 6 мая Мерц принес присягу и официально стал 10-м канцлером ФРГ. Как ранее рассказывала команда Нехта, новый канцлер Германии является большим сторонником Украины и неоднократно критиковал Шольца за его нерешительность в вопросе передачи Киеву дальнобойных ракет «Таурус». Решение Трампа возмущает американцев. Жители Сан-Франциско, рядом с которым находится известнейшая тюрьма Алькатрас, а также туристы из других штатов Америки, против ее возрождения. А этого сейчас очень хочет американский президент. Место, где раньше содержались самые опасные преступники, должно остаться туристической достопримечательностью. Я не думаю, что это хорошая идея, учитывая объем работы, который для этого потребуется. В каком-то смысле это национальный памятник, поэтому было бы не очень хорошо превратить его обратно в тюрьму. Приятно, что можно увидеть, какой эта тюрьма была раньше. Трамп хочет восстановления Алькатрас, чтобы вновь начать отправлять туда самых безжалостных и опасных преступников Америки. Это была цитата. Уверяет, что вопросом перезагрузки этой тюрьмы займется целая команда специалистов. Никто никогда не сбегал из Алькатраса. И это представляло собой что-то сильное, связанное с законом и порядком. Нам нужен закон и порядок в этой стране, поэтому мы рассмотрим этот вопрос. Некоторые из присутствующих здесь будут очень усердно работать над этим. У нас был небольшой разговор. Я думаю, это будет очень интересно. Посмотрим, сможем ли мы все вернуть в большом масштабе, добавить многое, но я думаю, что сейчас Алькатрас символизирует нечто важное. Столица перекрыта, военная техника заполонила центр Астаны. С самого утра в столице Казахстана полная блокировка дорог. В честь Дня защитника Отечества и 80-летия победы во Второй мировой Астана остановилась из-за большого количества тяжелой техники и парада. Ограничения касаются широких участков трасс, включая важнейшие магистрали. Местные власти говорят, что часть путей будет закрыта и для пешеходов. Вместе с тем, возможно ограничение для пешеходов. Проход по некоторым пешеходным переходам может быть закрыт или перенаправлен. Жителям и гостям города советую следовать указателям и временным знакам. В целях обеспечения безопасного проезда военной техники в местах проведения парада на некоторых участках будут повернуты верхние части консолей светофорных объектов. Напомню, что уже 9 мая президент Казахстана Токаев станет одним из тех, кто приедет в Москву на парад к Путину. Кроме того, уже известно, что на Красной площади побывает и Си Цзиньпинь, а также представители стран Центральной Азии, Армении, летит и Лукашенко. Среди приглашенных и Ильхам Алиев, который в конце прошлого года активно критиковал Россию за попытку скрыть истинные причины авиакатастрофы самолета, который совершал рейс Баку-Грозный. Лайнер, напомню, был поражен российской системой ПВО над Грозным и в итоге упал под Актау в Казахстане. Десятки людей погибли. Алиев требовал извинений от Москвы.
Лукашенко решил наказать белорусскую пенсионерку за ношение бело-красно-белого значка на одежде и демонстрацию национальной символики на улицах Минска в 2024 году. Такая символика Минск буквально раздражает и пугает. Правозащитный центр «Весна» сообщает, что теперь уголовное дело заведено против 78-летней общественной активистки Нины Богинской, которая уже более 20 лет протестует против действий Лукашенко. Она принимала участие в протестах 2020 года и была символом этих протестов. По данным правозащитников, делом Богинской займется суд Первомайского района Минска. «Весна» сообщает, что во время следствия по уголовному делу Нину Богинскую несколько раз возили на психиатрическую экспертизу. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.